Каждое путешествие начинается с мысли, а может быть, стоит увидеть это своими глазами. Мы отправляемся в большое путешествие из Якутска на озеро Байкал. Не поездом, не самолетом, а своим ходом на машине. Вот и посмотрим, стоит ли преодолевать такой путь и сколько это будет стоить. Будем останавливаться и знакомиться с Читой, Улан-Удэ и Иркутском. На Байкале конечной точкой будет остров Ольхон. Жить будем в палатке, и это первая серия из множества. Поднялись в 5 утра, заехали на паромную переправу. На паром. И мы едем на Байкал. А теперь по порядку. До Ольхона нужно проехать почти 3500 километров. Ехать будем 600-700 километров в день. Едем вчетвером. 2 взрослых, 2 детей. В 7 утра выезд из дома, 9:00 прибытие паром в Нижний Бестях. У нас тут первая остановка, и вот что мы видим. Прошу прощения за следующие кадры, но это настолько красиво, насколько противно. И унитазы. Дорога хорошая, остается только наблюдать потрясающие виды в окошко. И спать, и наблюдать, снова спать. И так по кругу. Первый день в целом так и прошел. Но для нас это не впервой. В 2018 году мы уже ездили в Крым из Казахстана 6000 километров туда и обратно. Поэтому уже не страшно представлять, что нас ждет. — 14:30. Томот. В Томоте некоторое время жила моя бабушка. Когда она рассказывала про тучи комаров и волосогрызок летом, которые грызут все подряд, звучало это как-то что-то далекое и нереальное на краю света. Но кто же знал, что нас занесет в Якутию? Ее дом стоял где-то здесь, но прошло уже 40 лет, и дома ее мы не нашли. Немного покатались, поискали заправку, нашли под ВАГИС заправку Саханефтегазсбыт. Короче, нет там ни заправки, только нефтебаза. А бак на нуле. Заправили из канистры 20 литров и поехали обедать. Обедали на капоте с видом на реку Алдан. Поразминались, нашли еще одну заправку и снова в путь. В окне снова лес, горы, в динамиках подкасты. Дорога местами в ремонтах. Очень много грейдеров. И это очень замедляет и выматывает. К слову, большая часть ремонтов была закончена, когда мы ехали обратно в Якутск. По пути очень много рек.
Пейзажи сменяют один красивее другого. Вот здесь посреди лета еще стоит ледник. Привал в 8 вечера и 9:30 мы в Нерюнгри. Пройдено 820 километров. В Нерюнгри квартира была забронированная, поэтому мы спокойно добрались, разместились и отдохнули. Двухкомнатная квартира через сайт бронирования обошлась 3125 рублей. После первого дня в дороге были очень уставшие, поэтому рум-тура не будет. Из Нерюнгри выехали в 10 утра, заправились и в путь. Привал сделали в 12. Этот день готовил нам сюрприз. Единственный отрезок пути, где нас не ожидала крыша над головой на ночь. Мы обзвонили заранее гостиницу в Ерофее Павловиче, где планировали остановиться. Все занято. Гостиница Ерофей отдавала номера по факту приезда, и бронь не предусмотрена. Приехали мы сюда, знали, что все занято, и решили катить дальше. Кушаем в пути, в машине. Время поджимало, дело к ночи. В 8 вечера приехали в Амазар. Есть гостиница, но в ней все занято. Поехали дальше. 22:30. Объездили Могочу. Все занято, хотели уже в палатке ночевать. И тут перезванивает девушка из гостиницы Ялта. Освободился номер, кто-то отказался. Что бы там ни было, едем, деваться некуда. Ну чё, давайте рум-тур делать по нашей комнате. Холодос, чайник, вешалки.
Супра. Wi-Fi даже есть. Климат-контроль. Новый вид кондиционеров. Открыли после грозы вот эту дверку. Тут вот все разбито. О. А тут вот течет. Ну, будет весело. Вот отсюда. Где-то. Куда? Отсюда капает. Там гроза, надеюсь, нас не затопит. Тубзик. Че еще тут? О, даже если у вас подгорит от увиденного, вот есть противопожарная безопасность. Вот мы сегодня бродили по этому, как это называется? Магача. По Магаче этому и по Нерюнгри. Нет, мы Нерюнгри уже проехали. Про там что-то. Короче, мы в Магаче сейчас. Мы даже объездили семерочку, отель. Там заходи, еще какая-то там. А мест не было. Вот здесь только осталось. Не 5-звездочный отель. Ну ладно, ну хоть что-то. Самое ценное. Унитаз. Унитаз нового поколения. Стоит 5 лямов. Бесшумный. Раковина. Надеюсь, хоть и здесь самое чистое в номере. Тут какая-то раковина, душ, ванная. Ну, вот он. 1200 рублей. 1200. 800 рублей койко-место. Ну да, вот 800 рублей койко-место. Вот все. Всем спать. Тушите свет. Прошли 1573 километра. По затратам итого за первый и второй день 23 258 рублей. Питание 2400 рублей. Топливо 270 литров. 15 333 рубля. Жилье 5525 рублей. Вот и закончилась наша первая серия по озеру Байкал. Увидимся в следующей серии.